С пациентами, как с детьми. Серафима Серебренникова спросит не только про жалобы, но и про аппетит, настроение. Молодого терапевта интересует все. В больнице девушка работает месяц. Если бы не помощь старших коллег, было бы куда сложнее, признается начинающий доктор. Здесь, конечно, доктора всегда выручают, то есть всегда готовы помочь и советом, и как-то и делом показать на своем примере, как вот нужно. То есть во многом помогают. За спиной Евгения Степанова десятки дежурств, сложных случаев, сотни листов исписанных историй болезней. Но о своем профессиональном выборе он не пожалел ни разу. Привыкнуть к больничным будням помог год интернатуры. Именно за это время молодой доктор успел систематизировать теорию и понять – настоящая медицина, далека от информации в учебниках. Дежурства тоже были, и оставался много раз тут. Как бы шоком для меня, в принципе, ничего страшного не было. Но единственное, что когда уже идет работа врача, такая, она уже более-менее самостоятельная, это, немножко сложно, не хватает, конечно же, времени ни на что. Пациенты, много времени, бумажная работа. То есть исследования, нужно куда-то ходить. Штат Эжвинской городской больницы пополнили сразу 4 терапевта, травматолог и 2 анестезиолога. А еще здесь частично решили вопросы по среднему медицинскому персоналу. В отделение стационара пришли сразу 17 медсестер. Мы очень рады, что они к нам пришли, мы постараемся их задержать. Они, конечно, большое облегчение будет для нашего стационара, но этого еще крайне недостаточно. То есть кадровый голод у нас, конечно же, есть. Мы надеемся, что на будущий год пополнимся еще средними медицинскими работниками. Сайты больниц, ярмарки вакансий, работа с медицинскими вузами и СУЗами в решении кадровых проблем руководители республиканских лечебниц используют самые разные методы. И все-таки пока самый действенный – обучение своих целевых специалистов. Впрочем, останавливаться на достигнутом в Эжвинской городской больнице не собирается. Сейчас проходит обучение сразу 12 студентов. Понятно, что здесь их очень ждут. Уже в следующем году придут 2 нейрохирурга. Молодые специалисты с свежими силами пойдут работать в одно из самых сложных отделений стационара. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.